Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Сегодняшний наш выпуск посвящен тем интересным вещам, которые произошли с нами за прошедшую неделю. А начнем мы с приезда главного ректора Байкальского государственного университета, с головного вуза в наш университет якутский. Да, именно так. Ректор приезжал, вручил дипломы выпускникам собственноручно. То есть, и даже многие люди, которые учились вот в головном вузе в Иркутске, отмечали, что это такая большая честь, потому что вот даже студентам в Иркутске не всегда выпадает возможность прямо из рук ректора получить диплом. Ну и пообщаться с ректором. А вообще это не ежегодное событие, что к нам в Якутск, в наш институт приезжают? Нет, это как Олимпиада, через 4 года. 2-3 года он вот иногда приезжает, навещает нас. Ой, Олимпиада, говорю, как чемпионат мира по футболу. Да. Чемпионат мира по футболу. Михаил Алексеевич, спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Вы не первый раз приезжаете к нам сюда, и, соответственно, как бы вы с течением времени оценили прогресс, наверное, Байкальского государственного университета в городе Якутск? Россию взять в целом, около сотни вузов сейчас специализируется в области экономики и права. Байкальский университет экономики и права примерно где-то вот по рейтингу и по величине третий в стране. Мы очень тщательно следим за своими филиалами. У нас всего 4 филиала в Якутске, здесь около 3000 студентов. И задача стоит, что мы будем наращивать здесь численность, строить материальную базу, улучшать качество подготовки не только студентов, но и самих кадров преподавателей. А вот вы упомянули слово «рейтинг», и, наверное, вот в последнее время такой вызывающий трепет словосочетание. Расскажите, пожалуйста, про рейтинг эффективности и место Байкальского. Сейчас государство очень обеспокоено ситуацией на рынке образовательных услуг, что слишком много учебных заведений низкого качества выпускников плодит прямо. И вот ежегодно стали проводиться мониторинги. Хочу сказать, что Байкальский университет все мониторинги успешно прошел, и в том числе и наши филиалы. Четкое пожелание высказано, чтобы мы самым активным образом развивали якутский филиал, чтобы он был самодостаточным. Каково лично ваше мнение, какой вуз может считаться настоящим вузом? В мире главный критерий, самый, и я считаю, самый емкий критерий, это результативность деятельности. Если вуз выпускает ребят, студентов, выпускников, которые находят рабочие места, которые растут на производстве и у которых хорошие перспективы, это настоящий вуз. И с этой точки зрения Якутский институт Байкальского университета, я считаю, один из самых эффективных учебных заведений в самом городе Якутске и в Якутии. Спасибо большое, Михаил Алексеевич, за уделенное нам время. Самая основная тема, которую мы обсудили с ректором, это, конечно же, прошедший рейтинг вузов всероссийских, который должен был выявить эффективные и неэффективные вузы. Байкальский государственный университет экономики и права в городе Якутске признан эффективным вузом. А следующий сюжет у нас о транспорте. О транспорте не простом, а каком? Молодежном. Молодцы, прям хором. Самокаты, скейтборды, лонгборды, пенниборды. Это все очень здорово, но при этом, мне кажется, это не очень правильно вешать такой ярлык именно молодежного транспорта. Да, можно их вообще не называть на самом деле молодежными, потому что на них может ездить каждый, если захочет. Да, кстати, недавно я видела бабушку. Она ехала на велосипеде просто по встречной полосе. Да, и моргала тебе дальним огнем. Ушла отсюда! Ты была еще в шоке, если она на скейтборде это делала. Под саундтрек из «Назад в будущее» запрыгнула бы тебе там, проехалась по крыше. Первое время люди смотрели, просто не понимали, почему большая девочка катается на самокате. Необычно, наверное, тем, что в Якутске очень мало людей, которые передвигаются именно на самокате, который предназначен для взрослых людей. Единственное различие детского самоката от взрослого – это его размер
и то есть насколько он предназначен для тебя килограммов. Городской самокат для взрослых, он может выдержать 100 килограмм. Мне даже как-то был опыт, то, что я скатывалась с большой-большой горы вниз, и мне удалось развить более 30 километров. Самокат, в принципе, может позволить себе каждый. Мой самокат, если честно, стоил, вот сейчас скажу, если не врать, 3 800 плюс доставка 1200. У меня в руках сейчас мой лонгборд, который подарили мне ребята на мой день рождения. Лонгборд произошел от скейтборда. В 40-х его придумали два чувака, которые сидели на берегу моря, пытались кататься на серфе. Но так как не было волны, чуваки просто взяли и прикрепили к серфу колеса. Потом уже произошли скейтборды, круизеры, слаломы и остальные доски. Бывает иногда такое, что смотрят на меня и думают, что это проехало сейчас только что мимо меня. За счет того, что у нас дороги не особо хорошие, иногда бывают такие случаи, когда ты просто тупо падаешь, либо приходится поднимать доску. Средний лонгборд будет обходиться где-то около 7, может 8 тысяч. Люди стремятся поддерживать свое здоровье. Думаю, что через какое-то время будут появляться все новые и более изощренные средства передвижения. Ты каталась на скейтборде вообще? Нет, никогда не каталась, я очень боюсь, и равновесия у меня нет, и вообще я... Равновесия у меня нет. Боли, которую я обязательно испытаю, если встану на скейтборд. Вообще я не любитель двухколесного транспорта. Я считаю, что опасно это очень. И для меня это опасно, и для людей, которые будут окружать меня, если я вдруг появлюсь где-то на двухколесном транспорте. Нет, ну скейтборд-то он на 4 колесах. Ну, тоже нет. Переходим к нашему следующему сюжету, в котором мы раскроем личность человека, который все это время играл в перебивках, играл во вступлении. А это Вадим Зорин, друзья, это гитарист, который учился в Санкт-Петербурге, недавно приехал сюда, в Якутск. И мы решили, мало того, что пригласить его, чтобы он нам поиграл, так еще и спросить у него некоторые интересные вещи. Я все детство мечтала научиться играть на гитаре. Ну, как-то не удалось. Мне однажды дали деньги на гитару. Я уговаривала очень долго всех родственников о том, что я действительно пойду учиться играть на гитаре. Мне дали деньги на нее, и я не дошла до магазина. Потратила все по пути, все деньги. Завернула в магазин. Вот не помню, правда, на что потратила. На пирожки, не, на бузы. Питерская группа Энди Баркас у Исплута Funky House. Ребята играют фанк, пишут свои песни и часто выступают. А вот этого парня хорошо знают и любят в Якутске. Недавно он приехал к нам на каникулы. Вадим Зорин, гитарист. Музыкой увлекся еще в школьные годы. Я вот когда был школьником, для меня было главное скорость, перегруз, я думал, это круто. А сейчас, не знаю, любых джазовых гитаристов. Поэтому это бог гитары. Я просто на слух эту музыку не воспринимал, а я не мог понять то, что это действительно настолько техничный гитарист. Вот так вот просто меняется мышление. Чем больше ты пытаешься погрузиться в музыку, тем больше ты понимаешь, что тебе нужно работать. Если заниматься музыкой, ей нужно самозабвенно заниматься. Вадим получил первое высшее образование еще в Якутске, но работать по профессии не стал. Ушел играть в ресторан, в кавер-группу. В один момент понял, что музыкальное образование получить просто необходимо, ведь за плечами не было ни муз-школы, ни колледжа. И как решение – самостоятельная подготовка, зубрежка нот и билеты в Петербург. Сейчас Вадим учится на 2-м курсе Госуниверситета культуры и искусств. Информатик, экономисты по первому образованию, тоже если посмотреть на людей, которые учились, там далеко не все очень такие компетентные в своей профессии, далеко не все. И также здесь ребята, бывает, после колледжа приходят, и мы с ними наравне на сольфеджио сидим и тупим, значит, мы сидим, хлопаем глазами. Но здесь разница то, что они могут сказать, я закончил колледж, а я вот не закончил. Суть такая, то, что как человек хочет, так его и научат. У нас есть предмет история мюзикла. Это значит, что весь поток приходит в кинотеатр. У нас в институте есть кинозал большой, и все сидят, смотрят мюзикл. Но мне нравится теория музыки. И ради этого и поступил-то. Есть пара оркестр.
Цицы, биг-бенд, дудки, трубы, тромбоны, гитары. Очень интересно играть в большом биг-бенде. Сперва гитара вступает, и ты сидишь, себе отсчитываешь, думаешь, как бы не сбиться. И весь оркестр за тобой полетит. А у тебя там 12 тактов, только гитара идет, и ты сидишь, отсчитываешь, думаешь, сейчас собьешься и все по новой. И сзади все будут сидеть, вот ложа. Волей-неволей ты в неделю по 2 песни выучиваешь. Не все музыканты далеко учат хотя бы по 2 песни в неделю. Даже взять кабацких музыкантов, репертуар один и тот же по несколько лет. Это болячка, ребята, учите песни. У любого музыканта 3 пути. Можно уйти в кабак, можно писаться на студии, быть студийным музыкантом, можно преподавать. Настает момент в жизни человека, когда он взрослеет и решает профессионально заниматься музыкой, когда он понимает то, что он ничего кроме музыки не умеет делать. Люди могут оправдывать свои неудачи слово «талант». У него талант, а у меня нет таланта. Это все бред. При определенном желании он может скачать записи, все это послушать и сидеть дома, заниматься, пока он не добьется чистого звука. А вот понимание именно музыки – это очень сложная вещь, она так не объясняется. У меня в свое время меня обучал мой друг. Я уговорил маму купить мне гитару. Это была обычная 6-струнная гитара. И знаете, что я умел? Играть на одном аккорде. Все песни, вообще все. Но спустя некоторое время, через месяц, я уже умел играть одну мелодию. Я вообще скажу, дело это на самом деле непростое. Да. Ну нет. Я всегда думал, что играть на гитаре, это же легко, тыры-пыры. Дорогие друзья, наше короткое лето продолжает нас радовать солнечными днями, поэтому не сидите дома, гуляйте почаще, выезжайте на природу. И это вам не мешает зайти на нашу официальную страницу ВКонтакте Роб ТВ. С мобильного телефона заходите на нашу страничку, читайте нас, комментируйте, общайтесь с нами, мы будем ждать. А с вами была программа «Пропеллеры». Мы увидимся ровно через неделю. Всем пока. Пока-пока. Kick it.